Расскажу о некоторых продуктах, о 7, которые могут привести к летальному исходу. О них нужно знать. Итак, номер 1. Позеленевшая картошка. Но, к счастью, на кето-картошку мы вообще не едим. Так что этого бояться не стоит. Ну а тем, кто не на кето, нужно избегать зеленого картофеля. Зеленый пигмент, представляющий собой комбинацию хлорофилла и солонина, указывает на наличие нервного токсина. Он очень токсичен при дозировке от 3 до 6 мг на килограмм массы тела. А в картофеле примерно 30-50 мг этого химического вещества. Но опасна именно зеленая часть картофеля. Поэтому, если вы не на кето и по какой-то причине едите картофель, просто срезайте зеленые части. Я обнаружил, что американец в среднем съедает 1 картофелину в день. А поскольку многие вообще не едят картофель, потому что они на кето, значит, остальные люди в попытке это компенсировать едят довольно много картофеля. Скорее всего, не в сыром виде, а в виде чипсов или картошки фри. Солонин является природным пестицидом, предназначенным для защиты картофеля. При попадании в организм он может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, паралич, кому и потенциально даже смерть. Далее, 2 пункт. Специя под названием мускатный орех. Ядовитое вещество в мускатном орехе называется миристицин. И даже от 2 мг будет жар и головная боль, а 7,3 грамма могут привести даже к потере сознания. А если съесть целый мускатный орех, может начаться мускатный психоз. Мускатный орех имитирует психоактивные вещества, которые используются в определенных препаратах. Был случай, когда 8-летний ребенок съел 2 мускатных ореха и умер. Так что будьте осторожны, не используйте их в больших количествах. Далее расскажу о зеленом сыром миндале. Он очень горький, а также о сырых кешью. В них содержится некоторое количество цианида, но миндаль должен быть горьким, и нужно съесть довольно много, чтобы серьезно отравиться. Около 1000 орехов, 1,5 килограмма. Скорее всего, никто столько не съест. Но и в меньшем количестве этих орехов будет небольшое количество цианида. Поэтому вместо горького миндаля покупайте сладкий миндаль. А если их пожарить, цианида практически не останется. Цианид может вызвать судороги, дыхательную недостаточность и даже смерть. Однако на каждый яд всегда есть противоядие. Противоядием от цианида является гидроксикобаламин. Это аптечный витамин В12, который, соединяясь с цианидом, образовывает цианокобаламин, разновидность В12. Таким образом, цианид превращается в витамин В12. Но не советую получать его из цианида. Мне кажется, это не особо здоровое занятие. Цианид разрушает мембрану клеток и препятствует поступлению кислорода в клетки. Следующий продукт — это недоваренная красная фасоль. Ее всегда нужно вымачивать не менее 5 часов, а затем варить на хорошем огне не менее получаса. Если варить такую фасоль недостаточно долго, то уровень токсичности потенциально может повыситься в 5 раз. Химическое вещество в сырой красной фасоли называется ФГА. Не буду давать полное название. Все, что нужно знать, это то, что это вещество связывает эритроциты и лейкоциты, образовывая тромбообразные сгустки. Побочными эффектами являются диарея, боль в животе, рвота и даже смерть. Однако не было ни одного случая смерти среди людей, но встречалось среди крыс. Если дать крысе 1% этого вещества, она не протянет и 2 недель. Поэтому не кормите домашних грызунов, хомяков недоваренной красной фасолью. И, конечно, на кето вы не будете потреблять слишком много бобовых, так что не волнуйтесь. Переходим к следующему продукту — коричневый рис, который на кето тоже не едят.
В коричневом рисе есть мышьяк, который может привести к болезни сердца, раку мочевого пузыря и многим другим заболеваниям. Мышьяк содержится в коричневом рисе, потому что на земле, на которой он выращивается, ранее выращивался хлопок, который обильно опрыскивали мышьяком. До недавнего времени мышьяк использовался в инсектицидах и пестицидах. Таким образом, почва загрязнена, и яды попадают в некоторые растения, особенно в коричневый рис. В коричневом рисе количество мышьяка более чем в 162 раза превышает допустимый уровень канцерогенности. Еще одна проблема с мышьяком заключается в том, что раньше его добавляли цыплятам в корм для увеличения привеса, для пищевой эффективности. Что это такое? Это ситуация, когда курица настолько разжирела, что больше не ест, не испытывает голода. И все из-за мышьяка. Насколько мне известно, большинство компаний перестали добавлять мышьяк в корма. Но могу ошибаться. Возможно, остались производители, которые еще используют его, особенно для индеек. В 2011 году мышьяк перестали использовать. Но до этого его использовали активно, с 1940 года до 2011 года. Так что, к сожалению, мы все подвергались воздействию мышьяка. Но, конечно, если потреблять органическую курицу, то все будет хорошо. Одним из симптомов отравления мышьяком являются белые горизонтальные полосы на ногтях. Это возможный признак избытка мышьяка. Кстати, существуют противоядия от мышьяка. Одними из них являются сине-зеленые водоросли, а также селен и цинк. Они входят в состав ферментов, помогающих выводить мышьяк из организма. Далее поговорим о сыром гамбургере с кровью. Простите, знаю, что это отвратительно, но есть проблема. Если купить низкокачественное мясо в магазине, то можно в придачу получить кишечную палочку. Есть очень токсичная форма кишечной палочки под названием вароатозная токсигенная кишечная палочка, которая может вызвать серьезные повреждения почек, такие как потеря функции почек, сепсис, который является системной инфекцией, кома и даже смерть. Поэтому вот зачем надо следить. Во-первых, качество потребляемой говядины должно быть высоким. И второе, мясо нужно готовить до такой степени, чтобы в нем точно не осталось кишечной палочки. Но важнее все же выбирать качественную говядину. Тогда даже в мясе, приготовленном с кровью, если оно качественное, скорее всего, не будет таких патогенов, как сальмонелла и кишечная палочка. Откуда берется кишечная палочка? Из коровьего кишечника. При обработке мяса иногда происходит перекрестное загрязнение. Далее, следующий продукт — вишневые косточки. Вишневые косточки содержат цианистый водород. Многие удивятся, кто же ест вишневые косточки? Я ем только саму ягоду. И, конечно же, на кето вообще не едят вишню. Но на всякий случай, если проглотите несколько косточек, знайте, они немного токсичны. В одной косточке красной вишни содержится 3,9 мг цианистого водорода. В одной косточке черной вишни 2,7 мг, а одна косточка вишни морелла содержит 65 мг цианистого водорода. А уровень токсичности составляет от 0,45 до 3,5 мг на килограмм массы тела. Допустим, человек легкий, 45 килограмм. 45 сотых умножить на 45 килограмм — это 20 миллиграммов. Так что, если случайно съесть одну косточку вишни морелла, в которой содержится 65 миллиграммов, можно серьезно отравиться. Симптомами отравления цианистым водородом будут, конечно же, боль в животе, тошнота, головная боль и другие более серьезные фатальные симптомы. Итак, это список продуктов, которых следует избегать. В следующем посмотрите видео про самые полезные продукты, которые нужно есть. Вот оно.